К нам сегодня папа пришел на завтрак. Учит нас жизни. Папа, повторите, что вы нам только что говорили? Мы говорили о духовных вещах. Угу. Человек жив, если у него есть цель. Он идет к нему. Поднимаясь, он видит, у него расширяются горизонты, он видит дальше. И обязательно человеческая натура идти к неизведанному. Угу. У вас сейчас какая цель? Вот вы недавно только концерт свой дали. Мне Хор собрали. Целый концерт дали. Это мало. Это мало, да? Это мало. Теперь у вас дальше какая цель? У меня цель, во-первых, поднять статус коллектива. Вот. И это нужно обязательно участвовать на каких-то конкурсах международных, чтобы лауреат такого-то конкурса. Причем не простого конкурса, где там двое-трое собрались и победить. Не это. Надо стремиться к такому конкурсу, где есть сильные. А где у нас какие конкурсы есть для хоров? Ну, мы все осмотрели. Итак, продолжение темы. Какие в мире есть конкурсы для таких коллективов? Очень много конкурсов, хоровых конкурсов. Есть в Италии, в Австрии, в Испании. Но я проанализировал, знаю, что сейчас хоровое искусство в Европе идет в упадок. Победить слабого – это не есть победа. Угу. Вот. Более-менее интересны конкурсы в Испании. Но еще лучше – это победить на конкурсах хоровых в Прибалтике. В Бишкеке нет такого. Поближе, да? Поближе. В Бишкеке нет, Прибалтике. В общем, следующая наша цель, ваша цель, это конкурс, международный конкурс хоровых искусств в Прибалтике. Да. Это ваша цель, Да, супер цель. Через 2-3. Да, вот вам. Через 2-3. Вот вам ноу-хау, must-have от моего папы, от нашего папы, как быть всегда в форме.